Друзья, идем дальше. GFC Fight Night. Очередной поединок весовой категории 90+. На ваших экранах это Эмин Гасанбеков, представитель Республики Дагестан, Россия. И против него выйдет Мактыбек Мамасалиев. Любители смешанных единоборств прекрасно знакомы с этим бойцом. Мактыбек Мамасалиев. Ему 26 лет, на 3 года он моложе своего соперника, на 4 сантиметра он меньше и на 3 килограмма весит меньше. Кыргызстанец, боевой псевдоним Ах-Аю, белый медведь у Мактыбека Мамасалиева, участник международных турниров, очень часто он выступает за пределами нашей республики. И вот в гости к нам пожаловал Эмин Гасанбеков. Россия, Дагестан, Махачкала. Последняя инструкция, и начнется поединок весовой категории 90+. Мамасалиев действует в спокойной манере. Очень опытный боец. И с приветствия судьи на телекамеру начинается поединок. Все готовы. Каждый поединок. Бонус. Бул супер фишка. Майванашин колдонабыз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. Бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Мактыбек Мамасалиев проводит очень спокойно. И, например, у него есть такая манера, он держит руки очень низко. Для опытного бойца, но при этом обладает страшным ударом с правой руки. Мамасалиев. Несколько нокдаунов и нокаутов в его исполнении мы видели. Сейчас бросок в исполнении Эмина Гасанбекова. Вы знаете, что в России, а конкретно на Северном Кавказе, очень развита борьба. И все бойцы, выходцы Северного Кавказа всегда любят и умеют бороться. В таком непростом положении в самом начале поединка оказался Мактыбек Мамасалиев. Пытается обмануть своего соперника Гасанбеков. Эти отвлекающие удары в корпус, когда затем следует удар в голову. В отличие от своего соперника, Мамасалиев не является любителем борьбы, больше он действует в стойке, поэтому сейчас в таком выигрышном положении находится Гасанбеков, который, находясь сверху, наносит удары. Мамасалиев пытается вязать Гасанбекова, делает все, чтобы Гасанбеков не нанес ему каких-либо сильных опасных ударов. Ну, пока выигрывает кыргызстанцы в такой позиции россиянин. Жизненно необходимо стать Мамасалиеву в стойку для того, чтобы продолжить поединок и попытаться решить исход поединка в свою пользу. Просит встать рефери в ринге бойцов. Но это решение в пользу Мамасалиева, которому дали шанс встать.
И понятно, что россиянин теперь будет бороться, потому что именно Протери, он обладает преимуществом. Умеет он бороться, вновь бросается в ноги Мамасалиеву. Теперь вот уже бросок совершает кыргызстанец. Так начался поединок. В самом дебюте Гасанбеков совершил бросок и несколько минут преимущество было на его стороне. Вновь просят встать в стойку бойцов рефери. Сейчас будет продолжен поединок. Ну и будем ждать от Мамасалиева сильных ударов. С левой руки проходит удар, а вот сейчас пропускает сам Мамасалиев. Справа и чуть на полу не оказался Мамасалиев. В таком положении оказались бойцы. Остановлен будет поединок. И Мамасалиеву надо действовать активнее, чтобы переломить ход поединка. Потому что начало раунда осталось за россиянином. И надо больше действовать активнее кыргызстанцу. Ну и, конечно же, очень цепкий боец. Просит стать своим соперником Мамасалиев. Такой жест со стороны Мамасалиева. И вот сильнейший удар справа наносит Мамасалиев, но на ногах удержался Гасанбеков. На 3 килограмма тяжелее будет дагестанец. Если начало первого раунда осталось за Гасанбековым, то концовочка явно за Мамасалиевым. Уже не дает бороться сопернику Мамасалиев, пытается нейтрализовать его проходы в ноги. Ну что ж, звучит сирена, и первый раунд завершен. Остается судьям решить, кто победил в этом раунде, потому что, как я уже сказал, дебют удался россиянину, а концовочка осталась за кыргызстанцем. Нас ждет замечательный второй раунд, прекрасный поединок, уже тяжелая весовая категория, 90 плюс. Здесь подсказывают Гасанбекову 2 удара справа, а потом чередуй левой. Ну, то есть уже подсказывают, как биться ему более результативно в стойке. Будем смотреть, кому на пользу пошел перерыв. Удар слева, хороший, проходит у Мамасалиева. И вот этот удар, который чудовищный справа. Гасанбеков чуть ли не подпрыгнул, и вот об этом я и говорил, то что у Мамасалиева, который имеет боевой псевдоним Ак-Аю, Белый медведь, вот тяжелейший нокаут Гасанбекова. Вот о чем я и говорил в самом начале этого боя, что Мамасалиев крепкий боец, может выдержать сильнейшие удары, но и сам обладает чудовищной силой ударом с правой руки. Сильнейший удар Мамасалиева, и, как мы видели, в воздухе даже развернуло россиянина. И после этого уже лежа на полу, россиянин не смог оказать сопротивление. Еще 2 удара нанес Мамасалиев. Хотя противоречиво начал.